Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня пятница, и сегодня программа «Ощути силу перемен» и наша рубрика «Здоровье». И сегодня тема нашей программы – педикулез. Хочу представить вам нашего постоянного консультанта, врача-педиатра, неонатолога клиники Кроха Агзамова Зарина Данияровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады снова вас приветствовать. Взаимно. Мы вас так долго ждали. Спасибо. И, Зарина Данияровна, пожалуйста, давайте мы с вами сразу начнем. Скажите, а что такое педикулез? Педикулез, это по-другому называя, это вши. То есть у нас есть несколько подвидов, скажем так, педикулеза. Есть, получается, нательный педикулез, я буду говорить такими простыми словами, чтобы нам было просто понятно. Лобковые вши, которые в паховой области обитают, и волосяные, то есть которые в основном это волосистая часть головы, то есть верхняя часть нашего туловища. Значит, есть вот такие разновидности педикулеза. Если такими простыми словами сказать, это паразиты. Паразиты, да, все верно. Это паразитарная такое составляющее, которое, это достаточно серьезное заболевание. Казалось бы, звучит очень просто, но на самом деле там кроется очень много, скажем так, подводных камней, и что это не так легко, как кажется. Заразиться ими очень легко. То есть получить их довольно банально просто. То есть это, сразу забегу вперед, то есть получить их можно от близкого контакта. То есть чаще всего, конечно, это страдает наше детское население. Почему это, опять же, мы затрагиваем. Но и взрослые тоже этому подвержены. То есть как этим можно заразиться? Близкий контакт, детские сады. Потому что все детки там вместе, одни группы, тихие часы. То есть одно постельное белье, если где-то. То есть это не соблюдение каких-то элементарных правил гигиены, то есть не мыться, не мыть голову, да, не менять белье, нательное белье, да, то есть нижнее белье, постельное белье, все это может к этому приводить. Если мы говорим нательные вши, они встречаются довольно реже, но тоже встречаются. Лобковые вши, то есть они обитают в паховой области, там, где тоже у нас есть волосяной покров. И почему мы говорим, что обязательно тоже нужна гигиена, неважно, это верхняя часть туловища, нижняя часть туловища, да, чтобы вы правильно поняли, что обязательно надо следить за своей гигиеной, менять нижнее, опять же, белье, нижнее белье, верхнее белье, вот буду повторяться, да, постельное белье, стирать, проглаживать, то есть это обязательно. Но вот оттуда могут быть вот близкие контакты. Детские сады, школы. Потом, если вы, к примеру, где-то остаетесь с ночевой у кого-то, опять же, почему я говорю про контакт, то есть это должен быть близкий контакт. Но и вши, они довольно-таки, скажем так, живучие, прыгучие, то есть на расстоянии они могут, банально говоря, перепрыгнуть от одного человека к другому. Это сколько, интересно, если не секрет, они такое... Расстояние от 1,5 до 2 метров могут прыгать. То есть они такие прыгучие? Да, то есть они очень маленькие, очень маленькие. Их можно увидеть визуально, то есть глазом, если вы близко подойдете к человеку, заразившегося педикулезом, вы можете это увидеть. То есть, как бы визуально можно увидеть. Но они достаточно маленькие, живучие, опять же, прыгучие. То есть все вместе. Вот как настоящий паразит. Его очень легко получить, но от него очень тяжело избавиться. И если сказать таким образом, у них есть какая-то продолжительность жизни? Конечно, они живут. Они долго живут? Если при хороших условиях, будем так говорить. При отличных условиях, особенно если это детский организм, они могут там жить долгие годы. Годы? Годы могут Даже жить, так? Конечно. То есть у них цикл жизни достаточно длинный, потом они очень плодовиты, они оставляют после себя огромное количество потомства. Даже если, к примеру, скажем так, прародители погибли, но дети остались, они будут дальше плодиться, и то есть этот заново будет цикл бесконечный. Понятно. Но смотрите, Зарина Данияровна, если так вот чисто логически, то есть эти паразиты существовали много-много тысяч лет назад. Они
были и есть. Да, они были, И есть, будут, и скорее. будут, да, конечно. От них можно избавиться, то есть банальными это соблюдение правил гигиены. Если там обнаружили правильное лечение, тогда можно от этого избавиться. Но если постоянно, скажем так, если вы вылечились от педикулеза и снова законтактировали с человеком, который заразен педикулезом, вы заново заразите, от этого иммунитета нету. Ну, давайте, конечно, это нехорошо сравнивать, но есть... вот у меня есть и кошечка, и собачка дома. Мгм. И ветеринары говорят о том, что есть такие вот ошейники, которые помогают от клещей, от всяких Мгм. паразитов Да, тоже. да, да. А неужели человек не может как-то поставить защиту от этих паразитов? Нет, вот опять же таки, я же говорю, банально иммунитета, какой-то защиты или каких-то там банально там приспособлений для того, чтобы от этого Ну а почему защититься. животные-то они могут это сделать, они носят и как бы избавляются, хотя у них они полностью покрыты, будем сказать, волосяным покровом. Волосяным покровом, Да, да. а вот человек, он страдает и не может как-то себя Ну, беречь. к сожалению, да, до конца. Только сейчас осовременились методы лечения педикулеза. То есть это стало более современно, и от этого можно очень легко, быстро избавиться. Но если так говорить о чем-то таком банальном, если для взрослого, если мы говорим, к примеру, про голову, если мы про волосяных говорим вшей, то тогда можно, если у вас, к примеру, крашеная голова, там все равно же химикаты, у вас выжжен все равно волос, то есть это уже неестественная среда обитания, и там они заводиться не будут. Ух То ты! есть, да, для них это не лакомый кусочек. Ага. То есть, если у вас натуральный волос, у вас длинный волос, к примеру, я говорю, Да-да-да-да. неважно, мужчина это женщина, Мгм. ребенок, то есть, а детки, особенно девочки или мальчики, у них всегда волосы длинные, они не крашены, ну, скажем так, они Ну не да, подвержены химическим, естественные, да, химическим каким-то воздействиям, конечно, они будут таким уязвимым звеном. Мгм. Но нету приспособлений, к сожалению. Ага, понятно. Хорошо. Вот вы сказали немножко, чем они опасны. Давайте поговорим, чем же опасен все-таки эти паразиты, чем они опасны? Эти вши, будем так Вши, они опасны тем, что при длительном, скажем так, заражении, длительном, вот, скажем так, своей живучестью, во-первых, в первую очередь будет страдать волосяной покров, то есть если это мы говорим про волосистую часть головы, то, конечно, это ломкость волос, это будет постоянно спутанность, они будут выпадать. Потом, значит, вши питаются, они, конечно, они кусают, они питаются нашей кровью, то есть как и любой паразит, и может быть, то есть оставлять после себя следы укусов, мелкие такие точки будут оставляться. В дальнейшем это вот эти раны будут, они образовываться еще больше, как раневая поверхность, она будет расширяться, может быть заражение, то есть где-то гноетечение, то есть рана будет уже, там будет присоединяться вторичная инфекция, то есть раны могут присоединиться, после этого может быть остаться пигментация, то есть если это длительное, скажем, заболевание, оно не леченное, потом после этого на теле может остаться пигментные пятна, достаточно такие крупные. Хорошо. А такой вопрос. Насколько эти вши, они опасны, как клещи? Могут ли переносить какие-то болезни инфекционные или еще что-то? Переносчики заболеваний, да, потому что они питаются кровью, если, к примеру, они были у больного человека, и какое-то заражение крови у него есть, неважно, какое заболевание, которое передается именно кровным методом, и если будет передаваться к здоровому человеку, то, конечно, может перенести заболевание. Хорошо. Давайте тогда мы подумаем сейчас еще очень важный момент. Вы говорите пути передачи, да? Пути передачи. Значит, получается, они прыгают 1,5 метра, вот, и мы ничего не можем сделать с ними, потому что они в любом случае прыгнут. Да, значит, нам надо избегать тех мест, где мы можем этих паразитов приобрести, будем так сказать. Да, где мы можем заразиться, постараться как бы не контактировать. Ну, то есть, понятное дело, что мы знаем, что это люди без определенного места жительства, они, конечно, этому подвержены. Если человек не соблюдает какие-то элементарные правила гигиены, если это, к примеру, обнаружилось в детском саду, либо в школе, конечно, это обязательно медсестра должна проверять детей на наличие, есть ли это или нет. То есть, все равно педиатры, то есть медработники, они существуют, да, в наших, скажем так, в детских садах, в школах,
школах. И это обязательно, это один из важных пунктов, когда они следят за детьми. То есть если находится, обнаруживается, да, педикулез у кого-то, то это объявляется всем родителям, всем детям, и то есть идет профилактические меры. То есть должна обрабатываться поверхность, если это детский сад, смена всего постельного белья. Это обязательно ребенок уходит на карантин до полного выздоровления. Это другие дети будут себя проверять на наличие, родители будут перепроверять себя. То есть понятно, если ребенок там приходит в семью, он заразился от кого-то, он заражает свою семью. То есть это цикл полностью всю семью. Поэтому обязательно должен объявиться карантин и должен объявляться, что всем не скрывать это, что надо честно признаться, сказать. То есть на практике тоже у нас встречается, родители приходят, говорят, вот у нас обнаружили там в школе, к примеру, педикулез, посмотрите, пожалуйста. Конечно, волосы там проверяем, все смотрим, говорим да, либо нет, пережидают дома этот момент, обработка поверхности и так далее, то есть уже там учреждения, они сами отвечают за обработку этого. Такой вопрос. Вы говорите, что учреждение должно все обработать. Соответственно, они должны обработать, должны детский садик. Да. Каким образом они умирают? Обработка в чем происходит? Химикатами, я не знаю, там что это происходит вообще? Это можно будет на помощь позвать санэпидемстанцию, то есть санврачи этим занимаются, если там, к примеру, какие-то вспышка бывает. Банально, если, скажем так, мои познания, которые я знаю, я до конца не знаю, может быть, есть какие-то специальные обработочные материалы, которые знают именно санитарные врачи. Если с моей стороны, то, естественно, это смена постельного белья при высоких температурах, обработка, конечно, они погибнут. То есть 40-60 градусов, то есть стирка постельного белья, проглажка, это хорошенько. 40-60 и уже можно говорить. Да, это уже можно будет. Плюс ко всему, то есть обязательно проглажка с наружной, с внутренней стороны, все. И все в швы, это швы, да? То есть швы, они прячутся в швах. Да, все верно, все верно. Да? То есть обязательно обработка, проглажка, то есть вторичная обработка уже паром. То есть и этого будет, я думаю, что вполне достаточно. Но, может быть, если где-то я там ошибаюсь, еще санврачи меня подправят потом в будущем. Хорошо, спасибо, Занина Данияровна. Мы говорили, как бороться, да, то есть чистая, простая гигиена. Обязательно, и конечно. Бдительность. Бдительность, да. Хорошо. А если, например, возьмем такую ситуацию, что пропустили, и все, и там, будем так говорить, очень много. То есть в каком проценте? Много, мало, средний? Такого не бывает, да? Нет, либо они есть, либо их нету, потому что они обсеменяют сразу всю поверхность, они начинают сразу плодиться. То есть если одна вша попала, к примеру, она сразу начинает плодиться, оставлять свои яйца, то есть по-другому называются они гниды. И эти гниды, они маленькие, такие как бы это яйца, они очень мелкие, маленькие, белые, и то есть... они дальше начинают, то есть если даже опять же родитель умрет, то есть эта гнида, она вырастет. Почему она вырастет? Потому что она в питательной среде находится, ей там ничего не мешает, и, скажем так, она будет дальше развиваться, дальше плодиться, и дальше все это будет происходить. Как с ними бороться? Это элементарно, как было раньше, то есть это вычесывание обязательно. То есть физическое удаление. Физическое удаление, то есть ее можно скажем так, надавить, она лопнет. Я говорю очень простым языком, но это действительно так. Она лопнет, она умрет. То есть есть специальный шампунь, сейчас есть специальные средства, которые можно вымыть голову. Конечно, они там все погибнут, то есть они, потому что там же в составе химикаты, которые убивают как раз-таки, не дают им пророждаться. И то есть даже если эта гнида, она уже не выйдет наружу, то есть ее убьют. Помимо того, что родителей нужно будет убить, еще нужно будет убить их всех детей. И плюс это потом обязательно физическим вычесыванием. Либо если это мальчик, ему, конечно, удобнее побрить на лысо и потом вымыться специальными средствами, это будет проще. Если это девочка с длинными волосами, конечно, это будет проблематичнее. То есть если не хотят убирать длину волос, это прям каждый волосочек проверять, вычесывать, потому что в основном они любят именно такие скрытные места, то есть это за ушами, боковые поверхности, височной области, затылочной области, там, где больше, понимаете, где темнее, где больше волос скапливается, и там, где более в труднодоступных местах.
Если это обсемененное все, если это говорим мы про нижнюю часть, это про лобковых, к примеру, вшей, то, конечно, там должна быть тоже гигиена. Сейчас современные все методы есть, все можно там удаление, неважно, мужчина, женщина, опять же, за этим следить надо, потому что это будет ужасный зуд. Во-первых, в первую очередь, какая симптоматика? Это очень сильный зуд, просто неконтролируемый, постоянно, то есть расчесывание вот это, мы же чешемся, когда мы дополнительно еще вторч-инфекцию можем получить, то, что мы расчесываем, получается, раны от этих бесконечных расчесываний. И вот оттуда все это происходит. Потом раны начинаются, они могут заразиться, могут остаться потом шрамы. Также и в нижней части нашего туловища может это неприятный зуд. Это, конечно, нарушается, скажем так, ритм жизни. То есть все время вы ходите, чешетесь. Это неприятно, это абсолютно дискомфортно. То есть, опять же, надо за этим очень следить, очень следить. Ну, я могу сказать так, что получается, что вы говорили, что есть волосовые, да? Да, волосяные, которые... Волосяные, Угу. извиняюсь. И есть еще нательные. Нательные, да. А в чем разница? Ну, то есть это просто по месту обитания. По месту обитания. Либо они могут быть в нижней части туловища, либо в верхней части туловища, то есть Или на по голове. по всей телу? Либо по всему телу. И то есть они будут там, скажем, жить так же, как, ну вот, считайте, как у... Опять же, сравнение не очень хорошее, но приблизительно, чтобы было понятно. То есть, если как у животных, то есть блохи по всему телу, то есть они же проникают, когда в шерсть, и там же на теле они происходят и питаются за счет вот животного. Также и как бы нательные вши, они будут обитать на поверхности нашего тела, то есть бегать по всему телу, питаться, опять же, нашей кровью, подкусывать слегка, откуда зуд будет появляться. Вот эти мелкие высыпания по всему телу. Ну, а как они, если наше тело, оно не везде же волосяной покров? То есть... У нас везде волосяной покров, просто где-то в большей степени, где-то в меньшей, он везде есть. То есть, получается, в любом случае они как-то находят, да, место, где жить? Да, конечно, потому что волосяной покров, он у всех есть. Просто у кого-то более он выраженный, опять же, мы затрагиваем какие-то национальные особенности, ну, предпочтения. Ну, если, к примеру, мы говорим про Азию, у нас более темный, мы более все брюнеты. Поэтому как бы волос у нас такой темный, толстый, и ярче видно. Если это европеоидная раса, то там светлее, но волос в любом случае есть. Это нательные, скажем, волосы, они всегда присутствуют, потому что, скажем так, много лет эволюции, конечно, сейчас регрессировало, мы уже не так полностью волосатые, да, как были до этого, но в любом случае это все есть у нас на теле, просто сейчас все модернизировалось, все это сейчас счищается, убирается, поэтому не так это ярко заметно, но это есть, присутствует. Такой вопрос, может быть, он странно звучит. Скажите, а у нас в Кыргызстане бывали вспышки этого заболевания? То есть вот как эпидемия или как, то есть... Будем сказать, массовое распространение. Массовое распространение, да, оно было. Я не могу вам сейчас сказать точно по датам, но оно все равно существует. Нет, кто-то приходит с каких-то школ, либо с детских садов. То есть, если ребенок уже поступил, и мама говорит, вот у нас было, или мы переболели, сейчас просто посмотрите, то в любом случае мы уже можем считать, что это уже как бы карантинная зона. То есть, вот этот класс, неважно, откуда пришел ребенок, то там уже все равно есть. А если, например, вот возьмем детский садик, который вашего, да, пример, если там почти все заразились, что делать в этой ситуации? Закрывают его на карантин, да, получается? Да, должны, по идее, в лучшем случае это закрыть, смотря насколько было распространение. Если там 1-2 человека просто обнаружили, они не законтактировали, их сразу отправили домой, тогда, скорее всего, не закроют. Если это уже было распространение массово, если, к примеру, там прям в целом классе обнаружили, то, конечно, в лучшем случае, вообще, в идеале, должен быть карантин. Как бы карантинная зона о том, что там обнаружился педикулез. Хорошо, давайте теперь посмотрим прям такой вот масштаб. Государство как-то может, вот Министерство здравоохранения или санэпидемстанция, делать какие-то профилактические, может быть, сказать, какие-то проекты, там, я не знаю, еще там ходят они там, проверяют или еще что-то, вот,
чтобы вот исключить, можно сказать, таких Исключить. массовых, Да, я поняла, о чем вы говорите. Это вот как как раз государством, на государственные государственном структуры, да. уровне это вообще замечательное, вот скажем так, вы подметили, потому что это очень важно. Что бы было бы в идеале? Во-первых, давайте возьмем, если брать глобально и массово, не у всех есть возможность элементарно помыться, не все живут в хороших условиях, не у всех есть возможность, к примеру, сходить, опять же, поменять белье, либо постирать свое белье, опять же, не у всех есть стиральные даже машины, элементарно. Даже сейчас, в 21 веке, у нас очень много людей, которые находятся за чертой бедности. Естественно, там, говоря о банных днях, там они могут, в лучшем случае, если в идеале, позволить там 1 или 2 раза в неделю себе. И, конечно, там вероятность того, что существует педикулез, огромный процентаж. Если говорим про городское население, где существует вода, где есть возможность, конечно, там меньше будет, потому что люди за собой следят. Если говорить о государственном уровне, было бы в идеале, если бы там у всех была бы городская канализация, у всех был бы доступ к банным дням каким-то устраиваться, или какие-то скидочные дни устраивать, или как-то, знаете, волонтерами устраивать, что вот можно там кого-то помыть или предоставить какие-то дни, когда можно будет помыться. Конечно, нужно просвещать население, что как борьбы с педикулезом в школах рассказывать, в детских садах рассказывать, обучать родителей, потому что иногда бывает, вот мы говорим, что там бедные люди, да, у которых нет возможности помыться. Бывает, что люди достаточно состоятельные, но, к примеру, скажем, не чистоплотные, грубо говоря. Конечно, у них тоже могут завестись вот эти товарищи, поэтому нужно просвещать население, нужно обязательно это рассказывать, что у нас очень мало того, что просвещается. И если бы это было бы вот именно на государственном уровне, я думаю, что можно было избежать каких-то карантинных дел. Вы сказали, что банные дни, да? То есть, получается, элементарное купание. Да, помогает. купаться, мыть голову, то есть стричь волосы. Если, к примеру, конечно, там все девочки, они отращивают волосы. Я говорю именно сейчас про женское население, потому что, если как бы не совсем есть возможность там сходить куда-то в салон или самостоятельно постричься, то есть волосы отращиваются, волосы не стригутся, за волосами толком не ухаживаются, потому что за длинными волосами тоже нужен очень такой пристальный уход. И если нету за ними ухода, конечно, там могут завестись. А их стричь не будут. И то есть, вы понимаете, это будет долгом времени находиться. Она может уже, к примеру, и свыкнуться с этой мыслью, и уже с этим зудом свыкнуться, если это надолго, на постоянной основе. И то есть она будет вот этим рассадником. Даже так получается. Да, то есть, конечно, нужно бы в идеале проверять, все это мониторить, все это курировать, было бы чудно. А насколько человек может вообще привыкнуть к этому? Вы говорите, как к этому вообще можно привыкнуть к этому? Вы знаете, состоянию? можно. Человек вообще ко всему привыкает, поэтому вот для нас это с вами удивительно, потому что для нас вот мы в хороших условиях, мы там можем каждый день помыться себе, для нас это позволительно, и мы к этому привыкли, что когда наоборот для нас дискомфортно, если мы не моемся, а если люди, к примеру, привыкли, что они часто не моются, они привыкли к тем или иным условиям, то есть человек ко всему привыкает. Они привыкли вот к определенному, к примеру, запаху, к определенному ритму, стилю жизни, и для него это уже привычно. И запахи, и состояние тела, состояние головы, волос и так далее. Поэтому она может, или он может уже не замечать, что с ним происходит. Понимаете? Поэтому эти паразиты заводиться в долгом времени, там даже могут быть глубокие раны, сочащиеся раны, понимаете, если там вторч-инфекция. Человек может просто к этому привыкнуть, уже не обращать на это особо внимания. Насколько эти паразиты могут быть опасны, даже до летального исхода? Или это все-таки можно жить долго и счастливо? Можно жить долго, конечно, но там уже, если, к примеру, какие-то вторичные заболевания присоединяться, могут как бы укоротить жизнь. А так, в принципе, они такого смертельного летального случая я еще не слышала, не встречала на своей практике. Все возможно. Все возможно, все очень относительно, и невозможно
невозможно сказать, что вот это 100% да, либо 100% нет. Потому что я думаю, что все мы видели часто вот в интернетах, в соцсетях, когда выкладывают, что очень многие сейчас владельцы салонов, они вот на улице кого-то берут к себе, чтобы вот немножко преобразить или там дать вот вторую жизнь. И то есть, наверное, вы видели, какое состояние волос там у людей. И то есть в идеале, конечно, это надо все вымывать, потому что там вот как раз-таки может быть педикулез. Плюс это обработка инструментов обязательно должна быть. Если мы говорим, к примеру, про салонные какие-то дела, неважно, это мужской салон, либо женский, то есть это должна быть еще обязательно гигиена инструментов, потому что может, к примеру, прийти человек, который был этому подвержен, плохо обработанные инструменты, к примеру, да, опять с вами за контакт, и вот, пожалуйста. То есть парикмахерские могут быть рассадником? Тоже могут быть рассадником, да, потому что там же все равно волосы, все равно это как бы отходный материал, он должен правильно утилизироваться. То есть мы сейчас вперед, я забегаю немножко, удалилась, но я хочу сказать, это тоже правильная утилизация. Если это волосы какие-то, понимаете, с паразитами, они тоже должны правильно утилизироваться. Понимаете, тут очень много тонких моментов, очень много подводных камней, которые вот должны учитывать. Ну, я думаю, что все-таки получается у нашей санэпидемстанции работы очень много. Непочатый край, конечно. Очень много, да? Конечно. И не только вспышки педикулеза, у нас до сих пор там вспышки когда-то на тараканных нашествий и так далее. То есть обработка это идет на постоянной основе, особенно если это старые дома советские, мы говорим, подвальные помещения. Нет-нет, вспышки тараканов происходят, мы же до сих пор травим тараканов, даже если дома все чисто, все хорошо, все равно нет-нет, такое происходит. Я говорю просто, что это, из ряда паразитов, поэтому я как бы озвучила и этот момент. Ну, знаете, Зарина Даниаровна, огромное спасибо. Мы сейчас затронули аж большую такую тему, да. Где, как говорится, санитарно, и какие еще нормы, да, бывают вообще у нас? Эпидемиологические нормы вообще в стране, будем так говорить. Да. Потому что это очень важно. Конечно, да? конечно. Скажем так, одно из другого вытекает, все равно одно на другое. Если, к примеру, мы берем про город, уже если даже не брать какие-то сельские, сейчас, конечно, я вижу, чуть-чуть стало модернизироваться, по крайней мере, даже элементарно вывоз мусора сейчас, я смотрю, современная как бы техника подъехала, стали вот эти мусорные баки, стали облагорожены, то есть вокруг всегда все убирается. Сепарация есть мусора, да? Да, то есть уже распределяется, там, где пластик, где это. Но это замечательно, что мы стали двигаться в ногу со временем. Конечно, если брать Европу, там уже они на 100 миль вперед от нас убежали. Но это хорошо, что мы двигаемся в правильном направлении. Но замечательно было бы, если бы еще туда, вот как раз-таки на вот эти санитарные нормы лучше всегда предупредить что-либо, чем потом лечить. Согласен. Вот если как бы вовремя, и мы говорим, если как раз-таки про боли на государственном уровне, если бы это большие силы туда бы затрачивались, к примеру, на какие-то обработки, на какие-то банные дни, на просвещение населения, на сортировку вот этого мусора. То есть, да, есть люди, которые сортируют, я тоже там сортирую какой-то по возможности, там пластик отдельно, там куда-то отходы отдельно. Ребята там придумали очень много, где именно хлеб отдельно уходит на переработку. Видели, да, возле пищевые отходы, то есть это замечательно. И то есть уже, видите, уже идет немножко градация, куда что, то есть не все в одну тару сбрасывается. Это чудно. И, конечно, если мы будем двигаться в этом направлении, мы будем, конечно, сохранять. Но потом город очень грязный, очень грязный. В каком смысле грязные? В плане того, что мусорные вот эти мелкие ведра все время переполнены, где-то бросается мусор, потом в стоке это все бросается. Я к чему это говорю? Потому что от этого все это рассадник. Там и крысы, там и тараканы, там и клопы, там и вши, и все вместе. То есть все вот эти паразиты, все туда идет. Понимаете, да? Я иду к тому, что все начинается с малого. Есть люди, которые дойдут до мусорки и выбросят в правильном направлении, есть, которые шли, вот где идут, там и бросают. Понимаете, мусор как бы грязно не там, где не убирают, а там, где мусорят. Вот и при том, что тазалык работает день и ночь. Они ночью вывозят, убирают и днем, и так далее. Но есть у нас, конечно, где невоспитанные и до сих пор... Все-таки культура получается, да? И культурное повышение. Если бы... И опять же, мы затрагиваемся с вами государственный уровень. Почему как бы далеко мы с вами ушли? Потому что это важно. Это очень важные темы, они горящие темы. И это актуально, и про это надо говорить, и просвещать население о том, что не мусорить, воспитывать детей, что нельзя мусорить, нельзя бросать, нельзя выбрасывать
отрывать. То есть, ну, понимаете, да, к чему я говорю? Если ты кушаешь, ну, донеси ты до мусорки, да, далеко она находится. У нас не на каждом углу стоят мусорные ведра. Это, конечно, печально. Но можно донести. Или, к примеру, где-то переполненная мусорка, они вокруг мусорки начинают складывать еще мусор. Понимаете, свалка образовывается, хотя мы столица. И там свалка, тут свалка. Понимаете, а в этой свалке как раз-таки паразиты. Им много не надо. То есть буквально 3-4 часа, и все, и там начинаются вот эти дела. Ну, вы знаете, если не успевает вывести мусор, то человек обычно несет туда, где мусор. Да, То есть я понимаю. в этом плане, как говорится... Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот немножко надо, если я вижу, что там уже переполнено, например, я за себя говорю, я туда добрасывать не буду, я пойду найду где там посвободнее. Но опять же, это сугубо индивидуально, конечно, сейчас я, может быть, не в свои дела лезу, но в любом случае это, конечно, волнует эта тема. А можно такой миф, насколько это правда, что клопы живут у животных, а вши, как говорится, живут у людей, правда? Или это там и там они могут находиться? Вы Эти именно паразиты. про вшей говорите? Нет, или про клопов. Клопы могут быть у людей? Конечно, могут. Они же, клопы, находятся в помещениях, если квартира зараженная клопами. Конечно, как бы они не напрыгивают, то есть они не живут на человеке. То есть вши — это Они больше живут человеческие. рядом с человеком, Да, они будут рядом с человеком, они будут питаться за счет вас, они будут кусаться. И то есть если помещение зараженное клопами, это, конечно, эпидемия. Потому что... Эпидемия? Да, это эпидемия. А почему, когда люди заражаются этими педикулезом, это не эпидемия, а клопы это... Нет, это все вместе эпидемия. Всё Просто, равно эпидемия. конечно, в любом случае это эпидемия, это нужно, видите, просто акцент делается, как если, к примеру, клопы, не каждый владелец, ну вот смотрите, если в одной квартире, вот у вас многоквартирный дом, к примеру, 9 этажей, Да-да-да. в одной квартире обнаружились клопы. Естественно, это весь дом должен быть подвержен обработке. Но не каждый признается, что у него дома живут клопы. Не все соседи будут знать, что у вас клопы. Можно заподозрить, если, к примеру, какие-то внимательные, что человек покусанный клопами. Конечно, они нападают на людей, покусанные и так далее. Что там нужна уже, конечно, санитарная обработка всего дома. Это вы представляете, каждую квартиру обрабатывать, это очень затратно, это финансово тяжело, и не каждый это признается. И понимаете, кто-то где-то с кем-то живет рядом, у кого есть дома вши, у кого есть дома клопы. И это не обязательно, я говорю, люди, у которых, без определенного места жительства. Это могут быть в обычном, в элитном доме. То есть если это просто люди сами по себе неряшливые, если могут быть, то есть, скажем так, самый большой загрязнитель — это, конечно, человек. Вредитель большой, огромный, паразит. Да, интересно вы сказали. Человек всему виной, да, получается? Да, и, конечно, поэтому вы же не знаете рядом, кто с вами находится. Он может быть в обычном элитном доме, жить, хорошо жить, и при этом у него могут быть дома кое-кто. Еще одни товарищи, вы же не знаете. То есть, поэтому как бы не объявляется это массовой эпидемией, то есть можно объявиться на карантине, но при этом, если бы это все предупреждалось, выносилось, никто же не хочет признаться сейчас в современном мире, что у меня есть вши, вы представляете, это же как бы удар все равно по репутации, если это человек. Вот многие говорят о том, что некоторые стесняются этого. Конечно, а кому это комфортно признаться? Потому что, например, вот я знаю, что когда дети, например, приносят, они говорят, ты что, меня позоришь, или еще что-то. При чем тут ребенок? Если так получилось, что он поиграл с детьми, у которых это есть. Да, мне он, кажется, конечно, не виноват. В этом плане я не знаю, как в этой ситуации быть. Нет, в этой ситуации дети, конечно, ни в коем случае не виноваты. Виноваты взрослые. Во-первых, ребенок, он либо законтактировал, либо за ним был неправильный уход, еще раз мы повторяемся, и либо где-то родитель не уследил за ребенком, когда было самое начало, где-то если откуда-то был занос, и где-то родитель не уследил за своим ребенком вот оттуда. То есть ребенок не виноват, он это не специально пошел, он не специально туда прыгал, не специально сконтактировал. То есть, понимаете, я тоже в детстве была подвержена педикулезу, у меня был очень длинный волос, я просто, чтобы слушатели понимали, что, к сожалению, это часто встречающееся заболевание, при том, что у меня тоже дом бабушка, она санитарный врач, и она меня не обвиняла, во-первых, потому что мы были в Джалабаде по ее командировке, и я играла там с детьми, с девочками, и после них я была, заразилась педикулезом. Но, понимаете, значит, там уход страдал в этой семье.
Потом уже я домой это привезла. И, конечно, потом мы все полностью меня пролечили, все хорошо. Сейчас уже все нормально, не переживайте. Но я имею в виду, что, понимаете, вот такие вот бывают тоже ситуации. Ну, а никто ни от чего не застрахован, поэтому надо быть с этим очень аккуратным. Я думаю, что в этой случае, родителям нужно быть спокойным в первую очередь. Это уже не такая проблема, которую нельзя как бы избавиться Да, от она нее. решаема, конечно. В аптеках прям, аптеки кишат этими средствами противопедикулезными. Как раз я об То этом есть, хотел и поговорить. да, лечение сейчас намного гуманнее, спокойнее. То есть раньше, если это было там уксусом голову мыть, и мы жгли, сейчас это прекрасные шампуни, они не вонючие, не едкие, там, не щипят, не обжигают тебе всю голову. То есть это достаточно там 2-3-кратного применения, промыть свою голову, и этого будет достаточно. Ну и, конечно, потом механическая чистка. Ну, то есть это все более гуманнее уже, все более доступнее. Это не настолько непосильные или очень дорогостоящие препараты. И фармацевты прекрасно вам подскажут, то есть какой препарат сейчас на рынке хороший, что можно будет купить, по стоимости можно для себя подобрать, и как бы и профилактический, и в лечебной составляющей. То есть это все можно подобрать. То есть это не такая уж прям Колоссальная, да, нерешаемая проблема нет, конечно, это все решаемо, да. А то мы сейчас радиослушатели послушали нас и потом сказали: боже мой, что нам делать? Да, нет, Вот. не Давайте пугаться мы ни в коем подскажем случае. все-таки. Вот такой вопрос. Вы сказали, что 3-кратное мытье головы, да? Но в зависимости от состава. То есть есть, которые там однократный, потом там буквально через какой-то день повтор. Есть, которые средства, которые несколько раз надо будет подряд. То есть, опять же, я говорю, в зависимости от состава. То есть там нужно будет читать составы, смотреть, опять же, фармацевты подскажут вам, потому что сейчас я реже встречаюсь с педикулезом, поэтому не могу вам подсказать, какие сейчас на рынке хорошие. Но их много, и они действительно действенны. И родители, если приходят, там, к примеру, были подвержены, они сами рассказывают, что у нас там вот такое было средство, мы там 1-2 раза всей семьей вымылись, все хорошо, замечательно. То есть я хочу сказать, все это доступно и есть. Ну, слава богу, давайте мы будем говорить, дорогие радиослушатели, не надо паниковать, если вы вдруг столкнулись с этой проблемой, с этими паразитами. Паразиты, они такие, они живут и умирают, их можно просто избавиться от них. Да. Вот. И второе, наверное, то, что мы затронули, это самое главное. Любите своих детей. Они тут ни при чем, это первое. Во-вторых, заботьтесь о них, да, внимательно проверяйте. Да, надо быть бдительными. Детки народ очень уязвимый, а они цепляют все то, что даже казалось бы, что никогда не зацепится. Поэтому надо быть с этим тоже аккуратным, быть внимательными, не обвинять ребенка. Самим тоже понятно, что это колоссальный стресс, это ужасно, если это происходит. Это никому не пожелаешь, но в любом случае, если такое столкнулось, что все это решаемо, все это возможно преодолеть, и это не значит, что вы от этого никогда не избавитесь. От всего можно избавиться. То есть мы в данном случае говорим про педикулез, от педикулеза очень легко можно избавиться. Но мы не зря затронули эту тему, потому что каникулы, да, конечно, лето, да, вот 2, да, получается, вот начало июня. Хотел сказать, что давайте мы нашим детям будем внимательны, не оставим их на каникулах просто так, без присмотра, да, все-таки будем заботиться о них, будем уделять им внимание, и я думаю, что если вдруг что-то произойдет, не паниковать, правильно же? Абсолютно верно. Вот. И, дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». Мы сегодня говорили о педикулезе. И я хочу пожелать нашим детям, вот, может быть, кто-то может своим внукам пожелать хороших летних каникул. Вот, этих прекрасных летних солнечных дней, чтобы они отдохнули, набрали сил. И кто учится, чтобы они могли здоровыми пойти в сентябре учиться, а те, кто не учится, они могли радовать всех нас, вот, и своих близких и родных. Огромное спасибо. Хотелось напомнить, что сегодня у нас был наш постоянный консультант, и мы очень благодарны ей, что она на протяжении уже долгого времени нас учит, направляет и заботится о нас. Это педиатр, неонатолог клиники Кроха
Зарина Даниаровна. Спасибо вам Да, огромное. Мне тоже Акзамова. очень приятно. Я рада, что вот я могу какую-то полезную информацию донести, и людям, возможно, кому-то это поможет, будет полезно. Мне очень-очень приятно. Берегите себя, будьте здоровы, мойте ручки, мойте голову обязательно, не болейте, а мы будем рядышком с вами, поможем вам вырастить здоровых деток. Да, и хочу напомнить, пожалуйста, через пятницу, пожалуйста, ждите программу «Ощути силу перемен» и рубрику «Здоровье». Мы будем всегда рядом с вами. До свидания. Всего доброго, до свидания.